Жанр ужасов стал одним из самых успешных за последние годы в кино. Достаточно посмотреть на успех недавнего фильма «Обсессия». Его бюджет составил всего $750 000. Сумму, которую многие современные блокбастеры тратят буквально за несколько часов съемок. Однако после выхода фильм собрал более $100 миллионов в мировом прокате и окупил свой бюджет более чем 125 раз. И это уже не выглядит как случайность. Грешники, орудия, пункт назначения кровные узы, заклятие, последние обряды, дастур, ауру. Эти фильмы не просто хорошо показали себя в прокате, они стали культурными событиями. Их обсуждали в ТикТоке, разбирали на Ютубе и распространяли по социальным сетям быстрее, чем многие фильмы в других жанрах. И это поднимает интересный вопрос. Почему именно ужасы? Почему жанр, который долгое время воспринимался только как нишевое развлечение для преданной аудитории, вдруг оказался одним из самых востребованных направлений современного кино? На первый взгляд ответ кажется очевидным. Люди любят бояться. Но если бы все было так просто, фильмы ужасов доминировали бы всегда. На самом деле, нынешний успех хорроров связан сразу с несколькими изменениями. Изменились сами фильмы, изменились зрители, интернет. И что самое интересное, все эти изменения произошли примерно одновременно. Один из главных факторов – эволюция самого жанра. Если раньше большинство хорроров строились вокруг призраков или монстров, то сегодня самые успешные фильмы ужасов все чаще работают с вещами, которые намного ближе зрителю. Психологические и социальные хорроры фактически стали новым лицом жанра. Фильмы вроде «Собиратель душ», «Субстанция» и «Улыбка» пугают не столько сверхъестественными угрозами, сколько вполне реальными человеческими страхами, одиночеством, тревожностью, потерей идентичности, социальной изоляцией, неопределенностью будущего. Монстр больше не обязательно скрывается в темноте. Иногда источник ужаса находится внутри самого человека. Именно поэтому такие фильмы находят отклик у современной аудитории. Они позволяют безопасно столкнуться с тревогами, которые люди испытывают в реальной жизни. Фактически, современный хоррор перестал продавать монстров. Теперь он продает тревогу и делает это лучше многих других жанров. Но одного изменения самого жанра было бы недостаточно. Настоящий взрыв популярности произошел благодаря социальным сетям. Страх оказался одной из самых вирусных эмоций в интернете. Когда человек выходит после комедии, он может просто сказать, что фильм был смешным. Но после хорошего хоррора он хочет показать свою реакцию. Он записывает видео, делится впечатлениями, обсуждает концовку, строит теории. И тем самым становится частью рекламной кампании фильма. Причем абсолютно бесплатно. Платформы вроде ТикТока буквально создали собственную экосистему вокруг жанра. Хэштеги, посвященные хоррорам, регулярно собирают миллионы просмотров. Один пугающий момент может за сутки разлететься по всему миру и превратить неизвестный фильм в интернет-феномен. Сегодня фильмы ужасов распространяются не только через трейлеры и маркетинг. Они распространяются через эмоции зрителей. И чем сильнее фильм способен напугать аудиторию, тем быстрее о нем начинают говорить. Но остается главный вопрос. Почему люди вообще хотят смотреть фильмы, которые заставляют их испытывать страх? Ответ может показаться парадоксальным. Потому что кино позволяет нам пережить опасность, при этом оставаясь в безопасности. Наш мозг понимает, что происходящее на экране не настоящее, но тело все равно реагирует. Учащается сердцебиение, вырабатывается адреналин, повышается уровень напряжения. Мы получаем сильные эмоции без реального риска. И в мире, где многие развлечения становятся все более предсказуемыми, хорроры продолжают давать зрителям то, чего часто не хватает в повседневной жизни – острые ощущения. Есть еще одна причина, о которой говорят гораздо реже – технология. За последние годы фильмы ужасов стали одной из самых экспериментальных площадок в киноиндустрии. Например, 28 лет спустя активно обсуждался благодаря необычным подходам к съемке и визуальному стилю. Параллельно индустрия все чаще экспериментирует с виртуальной реальностью, интерактивными историями и новыми способами погружения зрителя в происходящее. Для ужасов это особенно важно, потому что страх напрямую зависит от вовлеченности. Чем сильнее зритель чувствует себя частью происходящего, тем эффективнее работает фильм. Именно поэтому хорроры сегодня оказываются на передовой технологических экспериментов. Но хайп на хорроры связан не только с фильмами. Хоррор сегодня – это уже не просто поход в кинотеатр, а полноценное сообщество. Причем глобальное. Японские, корейские, европейские и американские фильмы ужасов все чаще находят аудиторию далеко за пределами своих стран. Хороший пример – фильм «Выход-8», основанный на японской инди-игре. Проект быстро привлек внимание зрителей по всему миру еще до широкого релиза, доказав, что современному хоррору больше не нужны языковые или географические границы. Страх оказался универсальным языком, который работает практически в любой культуре. На этом все. Это было видеоэссе от Freedom Кино и ТВ. Если после этого ролика вам захотелось погрузиться в мир хорроров еще глубже, в нашем онлайн-кинотеатре вас ждут десятки фильмов ужасов,
от культовой классики до самых обсуждаемых новинок последних лет. Смотрите хорроры, открывайте для себя новые истории и находите фильмы, которые действительно способны напугать. Все это доступно в разделе Freedom Кино и ТВ в приложении Freedom Super App. Подписка всего 999 тенге в месяц. Ссылка в описании.